Привет, дорогие друзья! Сегодня я решила испечь булочки. Уже давно ничего не пекла. Вот что-то очень захотелось. Наверное, все работы закончились у нас на огороде. У нас уже снег на улице. Погода вон какая сухая сегодня. Хорошая погода. Даже вон солнышко выглядывает. Вот. И вот решилась испечь булочки. Значит, булочки я буду делать с мясом и с брусникой. Ну, у нас дети так любят. Значит, я взяла, что у меня на столе? Молоко взяла, 300 миллилитров молока, 100 грамм сахарного песку взяла, 3 яйца, 100 грамм 110-120, где-то как-то так, наверное. Масло сливочного, мука, ванилин и дрожжи. Значит, в молоко я размешиваю дрожжи. Эти дрожжи потом должны заиграть. Должна получиться шапочка. Так, сахарный песок сюда добавляю тоже немножечко. Молоко должно быть, конечно, тоже теплое молоко, не холодное. Так, и это я в сторонку уберу. Значит, пусть у меня шапочка должна здесь образоваться. Я начинаю замешивать тесто. У меня уже, вон, как видите, уже дрожжи. Вон какая шапочка уже получилась. Так, сейчас будем делать тесто. Муку просеиваю. Ну, где-то 600-700. Добавляем соль. Так, сахарный песок сюда же. Яйца. Так, это размешиваю. И добавляем сюда сливочного масла тоже. Так, размешиваю немножечко. Так. И уже выливаю сюда наши дрожжи с молоком. Так, это все сюда. Так, размешиваю это тесто. Размешиваем долго, чтобы тесто было пышное. Ну вот, тесто уже не липнет. Сейчас помажу еще маслом. Ну вот, пусть поднимается. На часик-полтора в теплое место поставим. Так, а потом будем готовить начинку для пирожков. Сначала пожарим лук. Сергей сегодня занят, чем-то занимается с утра. А я вот одна на кухне пока готовлю. Тесто поднимается уже. Сначала приготовим
начинку из мяса. А потом уже сделаю из брусники. Покажу, как я делаю. Сереже хочется начинку из грибов для пирожков. Вот. Ну, это мы в следующий раз уже сделаем из такой начинки. Грибы в этом году заморозили. Так что можно и приготовить что-нибудь вкусненькое такое с грибов. Лук немножко подрумянился. И потом сюда я добавляю фарш. Посолим. И поперчим. Чтобы был сочным. Но в конце еще сливочное масло добавлю. Так, обжариваем это все. Так, добавляю сливочное масло. Так, фарш у меня готов. Начинка для пирожков готова, мясная начинка. Так, значит, я взяла для второй начинки бруснику. Вот, это сейчас все разминаем. Некоторые с клюквой, конечно, делают, но клюква кисловатая, и туда, наверное, больше сахарного песка уйдет. Но мы как-то стараемся делать из брусники. Сюда добавляем сахар. Высыпаю сахар. Ну и добавляем муку потом сюда. Высыпаем муку. Можно и крахмал. Но у меня по другой сегодня мука попалась. Вот я сегодня кладу муку. Так, все. Так, тесто у меня готово. Как поднялось. Вываливаем. Такое воздушное тесто. И начнем делать пирожки. Жгутик сделаю. Так, разделяю на части. Катаю такие шарики маленькие. И потом начну делать, значит, пирожки. Так, сначала делаю с начинкой из брусники. Ну, вот так. Прищипываю.
такая получается булочка. Опять делаем такой же жгут. Это будет пирожки с мясом. Так получается. Ну вот так примерно будем делать. Вот на противне у меня положила. Сейчас это поставлю в сторонку, пусть она еще поднимется немножко, и потом уже в духовку. Желтком намазываем, чтобы разрумянился. Время подошло, и отправляем наши пирожки в духовку. Так, на 180 градусов на полчаса примерно. Но я минут 20 держала. У меня булочки разрумянились. Вот. Брусникой было пирожки, а сейчас с мясом в духовку засунем. Ну а теперь пирожки с мясом в духовку на 20 минут. Так. Булочки вытаскиваем. У меня пирожки испеклись. Здесь, значит, мясом получается, а здесь с брусникой. Все испеклось. Мягкие, пышные. Внутри все испеклось. Он смотрится. Мясо, хлеб. Он какой мягкий. Сейчас попробую. Мягкий, вкусный. Мясо сочное получилось. Чай надо было налить. Чай не налила. Так что с этим тестом хлеб, булочки, пирожки, все очень прекрасно получается. Вот. Ну и на этом я свое видео заканчиваю. Маленькое видео. Всем пока. До новых встреч на нашем канале.